Доброе утро, дорогие телезрители! С вами на главном национальном канале передача «Новый день» и я, Максим Гоголев. Сегодня на календаре 27 августа. Сегодня отмечается День российского кино. Российский кинематограф подарил нам столько замечательных фильмов, из которых хотелось бы вспомнить, например, «Операцию И», «Приключения Шурика», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». Также хотелось бы вспомнить фильм «С легким паром». Этот фильм ассоциируется, без этого фильма никак не провести праздник Новый год. 27 августа 1955 году вышло в свет первое издание книги рекордов Гиннесса. Что интересно, книга была опубликована по заказу ирландской пивоваренной компании «Гиннес». Это была идея Хью Биверу, которому в голову пришла идея создать какой-либо первоисточник, который будет разрешать споры. Давайте перейдем к погоде. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу управляющей среды, центральные Улусы в 6 часов утра 1,9, днем 22. Заречье 1,14, днем 20-21. Южные Улусы 5-6, днем 19-20. Вилюйские Улусы в 6 часов утра 6-9, днем 23. Нижнеленские Улусы 7-9, днем 22-23. Западные Улусы 6-8, днем 16-23. Колымо-Индигирские Улусы 7-11, днем 7-16. Янские Улусы утром 3-10, днем 8-18. Северо-западные Улусы 9-12, днем 12-20. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 10 градусов, атмосферное давление 751 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается плюс 21-23 градусов тепла. Хотелось бы передать слово информационной службы новостей. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Чиновников Якутии обучат основам цифровой трансформации. Центр подготовки руководителей высшей школы государственного управления открыл программу повышения квалификации. Якутия стала 6-м регионом, с которым центр начал работу. Обучение прошли 1000 государственных и муниципальных служащих страны. Программа состоит из практических и лекционных занятий. Глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что для решения задач по цифровизации госуправления создан проектный офис. И каждое ведомство республики до 1 октября должно разработать карту цифровой трансформации отрасли. Вкратце рассказать о цифровой трансформации сложно. Могу сказать лишь одно, что она уже началась, и каждому из нас, и государственным служащим, и нам, тем, кто не является государственными служащими, уже нужно учиться и принимать во внимание в своей работе эти процессы, которые меняются с каждым днем, чтобы быть эффективными и чтобы быть востребованными на рынке труда. Оформить паспорт и записаться к врачу в один клик. В Национальной библиотеке Якутска открыли сектор электронных услуг. В нем все желающие могут получить свободный доступ к таким сайтам, как Госуслуги, Е-Якутия, зайти на порталы различных ведомств и оформить услуги. Отдел работает в будни с 10 до 18 часов, в зимнее время с 9 до 18. В зале помогает специалист многофункционального центра. Первое время у нас будет консультант из «Мои документы» из МФЦ и наши специалисты по развитию. Во-первых, считаем, что необходимо масштабирование данного проекта по улусам. Это однозначно нужно. А во-вторых, это такой первый этап большой системы, которая планируется по повышению информационной культуры, цифровой культуры населения. Очень удобно, потому что, придя в библиотеку, ты можешь еще сделать операции по оформлению документов. И в том числе прийти в библиотеку и почитать любимую книгу. Не знаю, может быть, здесь не такая будет очередь, как в МФЦ, потому что там, мне сказали, надо ждать очереди, может быть.
В хозяйствах республики активными темпами идет уборка зеленой массы для дополнительного корма. К предстоящей зимовке перед Сахаплем-объединением стоит задача заготовить 1000 тонн сенажа и силоса. А сбором урожая занимается машинно-тракторная станция Тулагинского наслега. Собрано 40 тонн, но из-за засушливой погоды урожай уступает прошлогоднему. Особенно пострадал первый посев кормовой культуры. С засухой в этом году у нас урожайность, как вы видите, это скромная. Мы здесь планировали взять из гектара 4-5 тонн. А вот фактически мы здесь сейчас получим на тонну 1,5 гектара. Но все же мы за счет посева второй и третьего срока, это 2 и 3 декада июня, мы планируем там получить в среднем с гектара 3-4 тонны. В этом году маленькие жители села Тока Алекминского района пойдут в новый детский сад. Учреждение построено по программе добрых дел за 2 года. Детский сад рассчитан на 50 мест, имеется все необходимое. Осталось подсоединить технологическое оборудование, и в новом здании зазвенят детские голоса. Новый детский сад у нас построили на 50 мест, а вообще у нас детский сад на 70 мест. Наполняемость детей 75, все группы заполнены. Мы этот детский сад, открытие этого детского сада ждали очень давно. Оставайтесь с нами, до встречи в эфире. В Якутске начинается прививочная кампания против гриппа. Не за горами осень, заканчиваются летние каникулы, ожидается понижение температуры воздуха. К этому времени традиционно прогнозируется сезонный рост заболевания гриппом и ОРВИ. Управление Роспотребнадзора говорит, что лучшей профилактикой против гриппа является вакцинация. Вакцинация снижает распространение инфекции среди контактных лиц, а также снижает риск формирования нового варианта вируса гриппа. Чем больше людей привились против гриппа, тем больше невосприимчивых к вирусу среди населения. Чем выше коллективный иммунитет, соответственно, тем меньше вероятность заболеть у человека, встретившегося с вирусом. Итак, коллективный иммунитет защищает не только привитых, но и остальные группы населения. Например, тех, кто имеет противопоказания или медотвод от вакцинации. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. В республике в этом эпидемическом сезоне гриппа планируется охватить бесплатными прививками против гриппа 490 тысяч человек. Бесплатно будут привиты группы повышенного риска. Это дети, начиная с 6-месячного возраста, беременные, студенты, работники организаций здравоохранения и образования, пациенты и работники организаций социального обеспечения, работники сферы обслуживания и транспорта, лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Получить прививку против гриппа можно будет в поликлиниках по месту жительства. Вакцинация работающего населения по месту работы, детей в школах и детских садах. Платную вакцинацию против гриппа в городе Якутске можно получить в коммерческих центрах иммунопрофилактики. Также немаловажную роль в профилактике заболеваемости гриппом и ОРВИ играет здоровый образ жизни, который способствует повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям и, как следствие, сохранению и укреплению здоровья. Тема нашего разговора – льготное кредитование предпринимателей. И у нас в гостях Ирина Сергеевна Высоких, министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Второй гость – Светлана Яновна Яковлева, предприниматель. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о региональных кредитных продуктах. В рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства в нашей республике действует региональный проект по упрощению доступа к финансовым средствам нашего бизнеса. Проект реализует фонд предпринимательства.
который с 2019 года расширил линейку своих продуктов. Мы разрабатывали эти коробочные продукты вместе с бизнесом. На сегодняшний день там можно получить кредит от 6 до 8%, до 5 лет. Ранее было 3 года. И сумма также увеличилась максимально, стала 5 миллионов. Ранее было 3 миллиона. Кредитные продукты у нас разные. Есть продукт отдельный для сельского хозяйства, есть для производства, которое реализуется в Арктике. Есть кредитные продукты для ювелирной отрасли. Например, мы учли просьбу бизнеса, который работает в этой сфере, именно малого бизнеса, которые не имеют твердого залога. Они попросили принимать те товары, которые у них находятся в обороте в качестве залога. Мы это выполнили. Сейчас у нас идет приток как раз от индивидуальных предпринимателей, от небольших цехов по именно из сферы ювелирной отрасли. И могу, к примеру, привести также сферу туризма. Там тоже невысокодоходный бизнес пока, к сожалению, но мы к этому стремимся. И также отсутствует залог. Поэтому те предприниматели, которым необходимо, например, приобрести катер, мы для них разработали кредитный продукт и предоставляем финансовые средства под залог приобретаемого транспорта. Какие банки участвуют в программе 8,5? Алмаз-Эргенбанк, Сбербанк и ВТБ. А на каких условиях? До 8,5% там можно получить кредит. Если, опять же, у вас отсутствует залог, вы можете получить гарантию в нашем фонде. То есть, получая кредит там, вы заранее получаете гарантию в фонде предпринимательства при министерстве и получаете кредит на весьма выгодных условиях. Здорово. Светлана, расскажите, пожалуйста, вы как пользователь, да, какие у вас ощущения? Я являюсь руководителем организации, которая является представителем медицинского частного бизнеса, и мы являемся примером эффективного взаимодействия между Институтом государственной поддержки и представителями малого и среднего предпринимательства. Конечно, должны все понимать, что медицинский бизнес – это не высокодоходный бизнес, как, например, торговля. И мы все же являемся представителями социально направленного предпринимательства. И поэтому особенно нам важна эта поддержка Министерства предпринимательства, которая заключается именно в выделении льготных займов под низкие проценты на более длительный срок, в отличие от многих банков, у которых очень высокие, скажем так, даже неприемлемые иногда требования к частному бизнесу. И вот нам нравится в работе новой команды Министерства предпринимательства под руководством Ирины Сергеевны Высоких то, что сократили сроки смотрения наших обращений, что действительно есть такой комплексный и конструктивный подход решения, а также они готовы всегда обсуждать и принимать какие-то общие решения. Каждое обращение бизнеса в Министерство предпринимательства сейчас это доведенные до логического завершения какие-то пути. Вот. И я хочу сказать нашим коллегам, предпринимателям любого ранга, не бойтесь обращаться в Министерство предпринимательства Республики Саха-Якутия, так как там обязательно вам помогут, найдут индивидуальный подход к каждому, а также будет помощь не только, например, в написании бизнес-планов, но даже вплоть до продвижения вашего бизнеса. Ясно, да. А как к вам можно выйти на контакт, если, допустим, вы находитесь в регионах? У нас в каждом практически районе республики действует Центр поддержки предпринимательства. Сейчас он проходит ребрендинг, будет называться «Центр Мой бизнес» и будет аккумулировать в себя все меры поддержки, которые на сегодняшний день предоставляются бизнесу. Кроме этого, у всех есть возможность выйти на наш портал b14.ru. Можно просто набрать портал малого бизнеса в поисковом окошке, и этот портал обязательно выйдет одним из первых. На портале есть вся необходимая информация и по льготному кредитованию, по другим мерам поддержки. Он, кстати, является одним из самых посещаемых порталов на Дальнем Востоке. Поэтому призываю всех обязательно на него заходить, там всегда есть самая актуальная информация.
Какое будущее вы видите в нашем малом предпринимательстве, ну, вообще республике? Я считаю, что у нас очень активное бизнес-сообщество, поэтому если мы будем продолжать двигаться в одном направлении, в коллаборации, будем продолжать вместе генерить какие-то решения и притворять их в жизнь, я думаю, что у нас все получится, потому что уже за полгода, начиная с 2019-го, мы видим ряд улучшений. И у нас бизнес показывает рост, бизнес показывает свою активность. Например, финансовый университет недавно провел исследование. И город Якутск у нас вышел на первое место как раз по активности бизнес-сообщества. Поэтому это уже независимая оценка. Значит, мы пока двигаемся в правильном направлении. Если будем что-то делать не так, бизнес нас всегда поправит. А вот какие сферы особенно интересны для вас? Для меня, как для министра предпринимательства, вся бизнес-сфера интересна, потому что я сама выходец из этой среды, и я никогда не останавливалась на достигнутом. Я открывала компании и в сфере торговли, и в сфере услуг, и в сфере производства, поэтому я считаю, что предприниматель – это человек, который способен идти на риск, и ему всегда интересно что-то новое. Поэтому мы сейчас активно, конечно, развиваем сферу туризма, потому что она дает мультипликативные эффекты. Вокруг нее развиваются другие сферы, например, общественное питание, народно-художественные промыслы. Сейчас у нас работает туракселератор, где мы принимаем на образовательную программу и действующий бизнес, и начинающих предпринимателей. Очень приятно, что на нашей программе туракселератора учатся и бывшие министры, и действующие чиновники, и начинающие предприниматели, которые только-только встают на этот путь. Поэтому я думаю, что туриндустрию тоже ждет большое будущее. А вот скажите, когда вы узнали об этой программе? Мы практически вот с самого начала своего образования мы очень сильно следили за тем, какие могут быть меры поддержки. Естественно, вот мы именно поддержкой Министерства предпринимательства пользуемся уже практически с первых шагов своего Это с какого развития. года? Это с 2012 года мы открыты. С 12? Да. Ну, где-то с 2013 года мы уже начали активно в это все, как говорится, вступать. Поэтому действительно не надо бояться абсолютно. Все двери Министерства предпринимательства открыты для всех. Да, это просто здорово, действительно. Хорошо. Спасибо вам за очень интересный разговор. Спасибо. Скоро студенты СФУ заселятся в общежитие. Студенты для заселения в общежитие нужно предоставить в дирекцию студгородка квитанцию об оплате за проживание, справку о прохождении медосмотра, лист прохождения аттестации и временную регистрацию в общежитии, в котором они раньше проживали. Смотрим. Приоритетное право заселения имеют студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей и студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалиды детства, инвалиды 1-2 группы, иностранные студенты. Ну а далее мы смотрим уже по составу и доходу семьи. И в расчет принимается количество иждивенцев. Семья состоит из 2 родителей, из 1 родителя, или же мы рассматриваем среднедушевой доход семьи. В этом году на рассмотрение комиссии по заселению студентов 1-го курса поступило в общем количестве 1693 заявления. Это на 1324 места для студентов граждан Российской Федерации и дополнительные 100 мест у нас предусмотрены для студентов из числа иностранных граждан. Необходимо отметить, что при заселении в первую очередь берутся именно положения категории положения заселения, а не индивидуальные достижения или какие-либо высокие баллы ЕГЭ, Олимпиады и так далее. Для тех, кто не пройдет конкурс, у меня есть хорошие новости. У нас в университете есть не только первый поток, есть 2-й, 3-й и последующие. Они в каждом факультете и институте проводятся индивидуально. В некоторых это в первые же числа сентября, в некоторых
сроках, это середина сентября. Необходимо также обратить внимание на то, что в этом году конкурс один из самых низких за последние несколько лет. За это стоит благодарить введение в эксплуатацию общежития на Губина 5. Студенты педагогического института у нас заселяются туда, и поэтому в общем кампусе у нас освободилось 250 мест. Если в прошлом году мы на заседанием комиссии заселяли 946 студентов, то в этом году это 1324 студента получат общежитие в стенах нашего университета. Тема нашей следующей встречи – переоценка кадастровой стоимости. И у нас в студии Ольга Михайловна Черемкина. Он заместитель директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Центр государственной кадастровой оценки. Доброе утро. Здравствуйте, Максим. Расскажите, пожалуйста, переоценка кадастровой стоимости, каких объектов уже провелись? Ну, в этом году у нас проведена масштабная оценка, да, кадастровая оценка. Оценено всего 3 категории объектов. Это у нас оценены земли населенных пунктов, земли сельхозназначения и объекты капитального строительства. Это, то есть, у нас здания, помещения, объекты незавершенного строительства и машиноместа. Оценено более 1 200 000 объектов. Это у нас в этот год у нас считается самым таким масштабным. И надеюсь, что мы хорошо провели работу. Отлично. В каких целях проводится кадастровая оценка в общем? Ну, основной целью, конечно, является у нас налогообложение, да, то есть мы формируем налогооблагаемую базу. У нас с 2000-х годов от кадастровой стоимости исчисляется земельный налог. С 2017 года у нас исчисляется от кадастровой стоимости налог на имущество физических лиц. И с 2020 года планируется исчисление налога на имущество организаций. Но это в случаях, предусмотренных статьей 378 прим. 2 Налогового кодекса. Да? Перечень этих объектов недвижимости, он в ближайшее время будет размещен на сайте Минимущества. Что влияет на конечный результат оценки? Ну, на результат кадастровой оценки, вообще на кадастровую стоимость влияет очень много факторов. Согласно методике, их предусмотрено около 40 факторов. Да? Но основными, конечно же, наверное, являются это у нас коммуникации, удаленность, да, там, социально-экономическое развитие территории, да, на котором расположен объект недвижимости. Но самым основным все-таки является у нас правильное установление вида использования объекта недвижимости и также правильно установленное местоположение объекта. То есть от местоположения у нас зависит очень много факторов, да, то есть вот все удаленности от центров, ну и так далее, попадание в какие-то зоны, это все у нас от местоположения. Согласно новому закону, можно до утверждения результатов ознакомиться о будущей кадастровой стоимости. Что вы можете рассказать по этому? Ну, смотрите, в связи с принятием нового закона, да, действительно появилась такая уникальная возможность. Можно сказать, что институт кадастровой оценки, он стал более прозрачным. Можно с проектом отчетов, каждый может ознакомиться с проектом отчетов до его утверждения. У нас сейчас проекты отчетов по 3 категориям объектов, да, которые я называла, это земли населенных пунктов, земли сельхозназначения. И по объектам капитального строительства они у нас уже размещены на сайте ckko.saha.gov.ru. И каждое заинтересованное лицо может зайти, посмотреть, каким образом была проведена оценка, какие факторы использовались, да, и до утверждения ознакомиться с размером, с будущим размером кадастровой стоимости своего объекта недвижимости. Как узнать действующую цену объекта? Ну, действующую цену можно в режиме онлайн узнать на сайте Росреестра, да, там есть справочная информация. Можно вот так вот зайти на сайт Росреестра, узнать свою действующую кадастровую стоимость. Она там будет доступна до 1 января 2020 года. С 1 января 2020 года уже будут обновленные данные. А если я не согласен, допустим, с ценой объекта, как быть? Законом это тоже предусмотрено, да, то есть у нас сейчас проекты отчетов размещены на сайтах, на нашем официальном сайте для принятия замечаний. То есть каждый может зайти, ознакомиться и cgko.saha.gov.ru. Это наш официальный сайт. Вот. Можно
нужно даже зайти, посмотреть, ознакомиться, и в случае неудовлетворенности, да, с результатом кадастровой оценки, оценка все-таки она массовая, вот, поэтому кое-какие недочеты могут быть, да, или там у нас же используются данные государственного кадастра недвижимости, ну, единого государственного реестра недвижимости, вот. Есть какие-нибудь онлайн-консультации по этому поводу? Нет, можно позвонить в нашу организацию, или можно подать замечание лично, да, либо направлением на электронный адрес, на почту. Мы находимся на Кирова, 28. Любыми доступными способами. Замечания принимаются у нас по землям сельхозназначения и по объектам капитального строительства до 26 сентября, по землям населенных пунктов до 30 сентября. Хорошо, спасибо большое за очень интересный разговор. Так, я бы сейчас хотел бы с вами поговорить немного о секретах бодрого утра. Во-первых, мне кажется, для бодрого утра обязательно нужно позавтракать. Сытный завтрак – это залог хорошего дня. Также бывает такое, что мне некоторые советуют включать музыку по утрам. Это очень хорошо пробуждает, можно даже станцевать, пойти под душ, хорошенько спеть, поднять себе настроение этим самым. Еще можно, мне кажется, по утрам делать зарядку. Это очень обязательно, говорят. Не все это делают, я знаю, но мне кажется, это очень полезно для метаболизма организма. Да? Организм просыпается и готов к новому дню. И что же еще можно отметить? По утрам, ну, некоторые идут на утреннюю пробежку. Это действительно очень большое мероприятие, можно сказать, для организма. Итак, на этом я с вами прощаюсь. Я вам желаю продуктивного дня. До скорой встречи.